Жоқ қой. А можешь привозить ее организационно-правовую работу? Приемная. Жоқ. Ешкім жоқ қой. Рабочее место. Ешкім жоқ қой. Маслихат. Рабочее время. Никого не может найти очень место. Саламатсыз ба? Нужных мынау Евгения Сергеевна қайда? Шақырыңызшы. Лидерский городской маслихат. А, Китарева Юлия Владимировна. Китарева. А, сол ма? Жаңағы? Я туда помогаю. Попов. А, нужных деген науксы. Саламатсыз ба? Кешірім сұрайын. Мен Павлодар қаласынан келдім, блогербіз. Кішкене сұрақтарым қойым келеді. Қабылдай аласыз ба? К сожалению, я не могу, не понимаю вас. Вам какой-то вопрос нужно задать? Не переводчика требуется? Жоқ, сіз мемлекеттік тіл білмейсіз ба сонда? Мы маслихат, местный государственный орган местного самоуправления, где наравне с государственным языком используется русский. А енді қазақ тіліне қалай? Енді сіз қабылдай алмайсыз ба? Давайте я приглашу сейчас переводчика. Подождете? 5 минут. Жоқ, мен күтпеймін. Тек осы кісімен сөйлегім келеді. Аудармашы қажет емес. Но кісі білмейді, сол дәлелді. Жаңағы ағамыз айтқан сөздерді. У вас какой-то Вы не вопрос? знаете казахский язык, получается. Я его только изучаю. еще. А почему только изучаете? Вы же занимаете должность целого председателя городского маслихата города Рида. Почему вы не владеете государственным Эту языком? должность я получил путем выбора депутатов. Нет, а разве изучение госязыка не является для вас обязанностью? Обязанностью. Обязанностью. Обязанностью, возможно, оно и является. но Так я почему на вы не данный момент выполняете это обязанности? Еще и изучаю. Почему вы не выполняете 17 лет Вы сусищ? что хотите мне предъявить? Вообще, для начала, вот смотрите. Я хочу узнать, вы пришли по какому-то вопросу от жителей города, вы являетесь жителями Нет, города? нет, мы не можем тогда прийти. Ну тогда я вам ничем не обязана, я обязана жителям города. То есть жители другого города. Я обязана жителям города, которые меня выбрали, своим избирателям. Вы А являетесь жителей жителями. других городов вы не принимаете, правильно я понимаю вас? Я могу вас принять, могу с вами побеседовать. Можете Если не вы- принять. Если вы хотите что-то путевое сказать, я смогу с вами побеседовать. А если вы пришли сюда меня скомпрометировать, то я с вами беседовать не буду. Знание казахского языка это компрометирует вас? Вы вот сейчас меня записываете, я давала свое разрешение себя записывать? Ну, вы же на должности, вы же на рабочем месте. Ну вот я и спрашиваю, вот вы меня записываете для чего? Подождите, вы... Для чего? Подождите, давайте так, вы получаете Вы зарплату? говорите, мы не Я имеем. получаю. Да, вы зарплату получаете из казны государства? Да. Все, я плачу налоги, я имею право прийти к вам, я налогоплательщик. Хорошо. Я нанял вас на работу, хоть я и не гражданин этого города. Хорошо. Вот и всё. Хорошо. Вот и я и говорю, вы Так я вопрос как, какой-то хотите я как, задать смотрите, касательно- как ваш работодатель, наниматель, я хочу, чтобы вы со мной на госязыке разговаривали, понимаете? Меня не устраивает то, что люди, которые вас наняли на эту работу, не могут получить Я вам- услуги я- на должном я вам уровне. еще раз говорю, если вам требуется, чтобы с вами поговорили на государственном языке, я приглашу человека, который с Переводчик вами не пойдет, поговорит. надо, чтобы вы разговаривали. Ладно, мы за то, чтобы вы лично и другие должностные лица, которым мы платим деньги, налогоплательщики, владели государственным языком. Объясните, ладно, у вас переводчик, специально, подождите сейчас, у вас переводчик специально стоит на штате, чтобы обеспечивать вам переводы? Нет, у нас нет. А как тогда? Как он переводит? Ну, я приглашу человека, который владеет государственным языком, и он поговорит с вами. Все, хорошо. Вам же не документы переводить надо. Хорошо. Вот у нас такой вопрос, смотрите. Хорошо, на Я могу русском вас языке. пригласить, зайдете? Пойдемте зайдем. Плохо то, что вы не владеете, да? Ну, что поделаешь. Нарушение. Я вам еще раз хочу сказать. Хорошо, ладно, мы разобрались, что вы не знаете госязык. Вы не знаете. Все, хорошо. Вопрос закрыт. Это понятно. Просто больше-напросто говорить, что это нарушение. Смотрите, это нарушение, вы не знаете госязык. Давайте так. Это не нарушение. Вот мы хотим узнать, ладно, перейдем дальше, да, то есть насчет того, что у вас творится в городе вообще с школами, вернее, школой на госязыке. Расскажите нам обстановку, ситуацию. А что с ней творится? Почему документация, которая изначально шла для школы Шанрах, поменялось название? Убрали Шанрах название. И она стала общеобразовательной
русско-казахской школой. Смешанного типа. Она не Да. стала общеобразовательной казахской школой, она как и есть у нас школа Шанрак, так и есть школа Шанрак. Нет, ну вот строительство новой школы, номер 11, которая вот в 2021 году, она без лицензии 1 год работала. Мгм. На каком основании она работала 1 год, во-первых. Потом, изначально, с 2008 года, когда земля выделялась, было постановление, оно у нас на руках есть, которое было целевое назначение земля под строительство школы Шанрах на 600 мест. Все это дело шло для школы Шанрах, потом, когда деньги выделились, все это дело шло Шанрах, а потом, когда уже дело подошло к сдаче, каким-то интересным образом она перестала называться школой Шанрах и стала школой смешанного типа. Вот этот вопрос у нас в республике очень остро стоит сейчас. Вы откуда вообще, можно я узнаю? Вообще, Это откуда важно? вы приехали? Это Нет, важно? ну важно, мне интересно. Вы с Казахстана? узнать. Мы граждане Казахстана. Я с города Павлодара, с города Алматы. Хорошо. Все, вы знаете. Хорошо, очень приятно, что по всему Казахстану очень стало интересно. Конечно. Да. Я так думаю, вы проштудировали очень много документов. Но мы не обязаны. это И делать. Перелопатили всё. и всего, что есть. И я так думаю, что если вы грамотно знаете предоставление государственных услуг, то целевое назначение, выделение земельного участка под целевое назначение, там не прописывается ни номер школы, когда выделяется земельный участок под строительство школы, Там ни номер черным школы. по белому написано Нет. Шанрах. Это было ошибочно. Как сделано. ошибочно? Вот Как так. Кем? ошибочно? Хорошо, кто допустил эту ошибку? Да. По чьей вине это? Кто виноват? Ну, я так думаю, на тот момент, кто исполнял, кто руководил отделом земельных отношений. Кто руководил? Я не могу сказать, кто на тот момент. Я не работала в 2008 году. Мгм. Я не могу на тот момент вам сказать, кто... Хорошо, ладно, давайте так. Какая сейчас ситуация вообще? Вот старую школу Шанрах сейчас закрыли, правильно? Или в ней идет ремонт? Или что не происходит? закрыли. Насколько я знаю, я на прошлой неделе посещала эти два здания школы Шанрак. Они не закрыты, кабинеты в них опечатаны, потому что там находится оборудование школы. Мгм. Кабинеты опечатаны, в школе присутствует охрана. Кутербраск. И они не закрыты совсем. Там находится охрана и кабинеты все опечатаны. По решению комиссии, к сожалению, не знаю какой комиссии, скорее всего областной комиссии, которая независимая комиссия была проведена, было принято решение, что этим двум зданиям требуется локальный ремонт. И было принято решение руководством области, в соответствии и руководством отдела образования города, было принято постановление или решение, я сейчас точно вам приказ, что необходимо детей на сегодняшний день разместить в другой школе, а эти данные два здания отдать под локальный ремонт, как написано в Нет, смотрите, вот комиссии. локальный ремонт, ладно, да, будет, да, там делаться. Вот, как говорится, хоть сколько бабушку не рожай, она девушка не будет. Прекрасно. Правильно же? понимаю, Вот да. это здание 1938 года. Мгм. Вот сами представляете, да, какие условия там? Внизу как вода бежала, везде это... Я была там. Видели, да? Ну, я видела, да. Вот Есть она- худшие здания. Вот, это да. еще не совсем И худшая школа. получается, единственная школа на государственном языке, она почему-то вот в таком здании находится, и в два разбитых, два корпуса, которые еще между ними большая дорога. Мальчика избила машина, помните, да? Я Вся знаю, эта да. ситуация. Вот эта школа изначально для Шанраха шла и по всем документам. Вот только последний документ, который в 2021 году, когда перед тем, как ее дать в эксплуатацию, она сказочным образом стала школой русскоязычной и казахскоязычной школой. Ну, Смешанного типа, да. Смешанного типа, Да. да. Вот эту кашу кто наварил и кто должен за это отвечать? Вот как вы думаете? Я вам, знаете, как сказать, я не судья же, правильно? Но я так думаю, что если руководство области у нас на сегодняшний день, мы в городе, образование у нас подчиняется в области. Да. На местном исполнительном уровне у нас нет подчинения сейчас к нам образования, как ранее это было. Ну, я думаю, что руководство области порешало, что это будет наилучший выход, потому что на тот момент
Они посмотрели, насколько были загружены и строятся новые микрорайоны у нас там, что там была необходимость такая сделать школу. Нет, ну кто вот это решение принял? Кто подписал вот это постановление? По-моему, Аким области. Даниил Ахметов был, да? Да, по-моему, если я не ошибаюсь. По-моему, Аким области подписал приказ, приказ это, скорее всего, называется, а может постановление, как это будет школа называться и какую функциональную обязанность, что это будет смешанная школа, принимал Аким области. Интересно, да? Вот так. Ну, он же обстановкой не владеет на местах, что 10 русских. А это же должен был вообще Аким города делать, по Ну, идее, я да? думаю, согласование проходило. Я думаю, Для чего он что тогда здесь Аким города согласование- работает у нас? Вот перерыв была, она перейдет, если что-то. Если вам, ну, я думаю, молодые люди, мы уже... Қарындас, кешіріңіз, сізге ақша төлеймін ау сіз үшін, аудармаушы үшін? Просто сіздерге енді Сіз қандай же лауазымда отырсыз? мен экономика. Экономика. Она экономист, она не переводчик. У нее Я нету, поняла, она не у нее нет переводчик. сертификата, она не имеет Конечно, права нет переводить, сертификата, заниматься ну, этой деятельностью. ну, Вы давайте- оплачиваете за это дополнительные услуги? Нет, Ну и все, это- мы не будем с вами это- разговаривать. С работы выдернули вообще. Кешіріңіз, қарындас, сізбен сөйлеспейміз. Спасибо. Иә. Спасибо. Нам надо, чтобы именно, вот я вам как гражданин Казахстана скажу, я лично мое требование, чтобы люди на местах, которые занимают должности, невзирая на этническое происхождение и так далее, или религиозные убеждения, владели государственным языком, а это казахский язык, и он единственный. Наравне русский используется, пожалуйста, пришла к вам русскоязычная женщина или мужчина, пожалуйста, разговаривайте, никто вам за это ничего не говорит, препятствия никто не ставит. Но если приходят граждане, только владеющие государственным языком, вы обязаны все владеть на местах госязыком, понимаете? Я с вами абсолютно согласна. Вот и что всё, вы отлично. Так, с одного, должны с другого владеть отдела государственным вообще. языком. Акимата, Я с человека, вами согласна. дергать. Люди должны владеть государственным языком. Ну, я сейчас от работы Но не на хочу сегодняшний отвлекать, она день должна ваше заниматься экономическими обвинение моментами. ко мне неправильно. Это вообще маслихат. Меня Она вообще с выбрало муниципалитета население. города. Я депутат. Две разные структуры это. Нет, там дело не в Меня депутате. выбрало население. Там в Конституции написано, да? Государственных органах и органах местного Местного самоуправления самоуправления. наравне Наравне, используется, да. да? Наравне с государственным государственным язык, да. языком Но- используется. То есть вы и- можете на русском разговаривать. Да. Нет, Принимать. Вас никто за это Принимать, не будет. принимать. Да. А Но если- государственное обязательно. Конечно, но так я же вам и говорю. Что вы Если вам учите? требуется услуга или поговорить я со могу мной, бухгалтера, да, обычно акиматовского я предложить. государственные услуги, как наш орган, государственные услуги не оказывает. Мы принимаем Как граждан. не оказывают, вы что? По-другому Мы это принимаем, называется. Обращение тогда называйте, это если вам услуги не нравятся. Это вы обращение, это есть обработка Обращение. услуг. Это обращение. Есть Сервис. государственные услуги, Сервис. это чисто регламентированная часть по регламенту, которая предоставляется. Вам люди обращаются. Мы обращение рассматриваем. Я вам в этой говорю, если вам слово не Вот. понравилось, я вам обращение тогда правильное слово применю. Вот я вам и говорю, все. что Обращение если на вы- казахском если языке вам должны требуется рассматриваться на обращение казахском языке. государственном На месте. языке, Но я не так могу через пригласить переводчика. человека. Не Почему? дискриминировать человека на языковой Дайте почве, я вам понимаете? чисто юридически объясню. Смотрите, извините, пожалуйста. Вот смотрите, если бы государство предусматривало бы все эти моменты, у вас был бы штатный переводчик, за который государство выделяло бы бюджет, понимаете, деньги. То есть вы не владеете, да, а создается лазейка, вы приглашаете переводчика, он на законном основании при предоставлении сертификата, правильно, того, что он не обманет вас и нас, да, он предоставляет, либо она. Но государство эти моменты почему не предусматривает? Для того, чтобы... Вот вы сейчас просто отвлекаете, допустим, девушку от работы, она занимается своей работой, бухгалтером, да. У меня есть Она тратит свое переводчик, время. кстати, просто она в декретном отпуске. То есть у вас есть штат переводчик. У нас есть, но они сейчас не переводчики называются. То есть с нашего называются кармана мы Как? еще платим вам Редактор. переводчика. Редактор? Редактор. Редактор чем занимается? Редактор редактирует текст, правильно? Проверяет ошибки. Конечно. Но он не занимается Конечно, устным с вами, переводом, он не обязан с вами Обращение. сидеть, да, и переводить вас. Вы должны это признать. Вы должны вы это признать, нарушаете да, закон. что вы, да, нарушили. И вы, ну реально, все это видят, онлайн идет, люди смотрят, Если понимаете? вы посольство Да. Франции вылетите- Мы ничего не имеем против вас лично, вы поймите. Хорошо. Но мы требуем, чтобы везде нас обслуживали и предоставляли информацию, ответы на Хорошо, вы казахском языке. правильно требуете, Вот, это, вот, это полное законное право. Это хорошо, Я что вы согласна признали. с Вот вами. за это я вас буду Я согласна больше с вами. уважать, да, и Ну, лучше к говорю, вам относиться. нападать Да. вот так вот Не резко, нападали, нет, я не считаю, нападали, что не это нападали. неправильно. Не нападали. Нападать это... Прийти и поговорить это одно, прийти рассказать. Мы прекрасно понимаем. Вы думаете, что вы вот придя и вот с таким напором что-то измените, вот прям я Да, взяла да. и заговорила на Да, государственном да. языке. Смотрите, прям вот сейчас. смотрите, я вам так Человека, скажу. который Смотрите, знает госязык, либо и всё. вы заговорите на госязыке,
либо будет здесь человек, который заговорит на госязыке. Все, Неважно, другого какой варианта нации. нет. Да. Неважно нация, происхождение, Я пол. прекрасно это понимаю, Вот и все, я да. прекрасно это понимаю. Вот и все, да. это отлично. У нас каждые 5 лет депутаты избираются, и это все Это хорошее разбирается. качество, то, что вы признаете ошибки. Нет, можно Вот до этого сказать, женщина что Саманата, она не признала свою ошибку никак. Ну, вы признали, это хорошо. Это я хорошо. сожалею, что я до сих пор не Да, знаю. это как хорошо, это да, это происходит. хорошо. Я об этом сам. Но Да. это лично я вот сама, лично как человек, Ну. я об этом сожалею. Но на сегодняшний день, изучая государственный язык, к сожалению, я еще на нем разговаривать не могу. Надо. Документы читаю? Да, читаю. Понимать? Понимаю, о чем документ. А, к сожалению, еще разговаривать на нем, но у меня есть свои причины, почему это у нас здесь не происходит. Потому что у нас очень слабая языковая среда. Смотрите, я сам с Павлодара. Я учился на русском языке в школе, в университете, полностью. У меня то же самое языковая среда вокруг, на русском общается в Павлодаре. Понимаете? Но я захотел, я даже не занимаю никакую должность, да? Я просто сам, как гражданин Казахстана, я понял, что я должен и я обязан знать госязык. Тем более это в статье 4 закона о языках прописано, долгом, да, долгом является. Поэтому я взял его, просто изучил на обычном бытовом уровне. Ну, сейчас уже уровень вырос. Вот. Поэтому я могу спокойно изъясняться, разговаривать с людьми. Хотя я, например, не занимаю никакую должность, еще раз повторяю. Вы занимаете должность, например, сколько уже вы занимаете вот, по времени? Ну, года еще нет. До этого вот вы же не сразу пришли, вы другие должности занимали, работали где-то в другом, в Акимате, да, где вы работали? Да, я занималась. Вот, пожалуйста, да, вы занимаетесь. Вот, пожалуйста. То есть это не так произошло, да, то есть вы дома сидели, домохозяйкой, раз вы Нет, стали конечно, депутатом, да. нет, конечно. Вы занимали должности, и вы должны были к этому моменту прийти, то что рано или поздно придут ребята, девчата, я не знаю, хоть кто, и скажут вам, Казахша суеле, понимаете, потому что это Казахстан, времена поменялись, понимаете. Мы понимаем, что при Советском Союзе была другая система, но сейчас Казахстан, и дальше будет больше, да. Прекрасно Всё. вас Госязык, понимаю, да, и госязык. прекрасно, и абсолютно с вами согласна. Это хорошо. Абсолютно. За это вам респект и уважение, что вы Абсолютно признаете согласна. свои ошибки, да. И я как бы, ну, я не считаю это ошибкой, я просто стараюсь изучать язык. И вы не подумайте, что вы первый человек или там Нет, последний, почему к которому мы первый, пришли. последний? Да, я также зам акима города Павлодар Гладышева Светлана, если не ошибаюсь, разговаривал. То же самое подходил. Я много кому подходил, начиная с магазинов, заканчивая акиматом. Вот именно, знаете, когда вот мы сейчас зайдем в магазин, да, к тете Вале, например, и тетя Валя скажет, а что вы ко мне хотите? Они там в акимате, в маслихате, да? Так же они говорят. Они там в маслихате, в аманате не могут говорить. И они, получается, правы. Что мы можем требовать с обычных рядовых граждан, когда у нас вот должностные люди? показывать пример. Конечно, Да, ну конечно, я же вам к этому согласна. веду, понимаете? Ну вот и все. Абсолютно. Сколько Вот и депутатов, отлично. да, на государственном языке разговаривать у нас? Да. У нас сколько депутатов? В Астане, знаете же? В Астане, к сожалению, не знаю. Но она Я не просто обязана знаю, знать, Да, как бы, я да. просто Ну, знаю вот. про своих депутатов. Ну хорошо, ладно. Потом- Напомните имя, пожалуйста, ваше, я просто забыл имя. Евгения Сергеевна. Евгения Сергеевна, давайте так договоримся, да? Вот только что мы в Аманате, вы спросили, да, у женщины, вот, которая, сколько ей времени надо на изучение, да? Полгода она сказала. Сколько вам времени надо для того, чтобы, если к вам придут люди, свободно, то есть на бытовом уровне поговорить? Скажите, пожалуйста. Ну, вот сегодня было у нас совещание, проводили с нашим языковым центром по изучению языков. Вот буквально я вот оттуда пришла. И Вот видите, да, как Бог нас свел сегодня, да. Да, я оттуда пришла. Они начинают у нас с октября месяца и занятия по изучению государственного языка. И у них курс длится 8 месяцев. 8 месяцев, все. Через 8 месяцев либо мы, либо кто-то другой придет к вам, и вы будете говорить на казахском, правильно? Беседовать. Приходите, попробуем. Нет, потом, смотрите, по школе, что там решается, какие там идет продвижение, что будет, Ну, как будет. да. Потому что два юридических организации в одном. Я это тоже Здание прекрасно не понимаю, уживется и я никак. очень этому, как бы сказать, не очень, как сказать, отношение к этому не очень хорошее, потому что там не только два юридических лица, что там проблемы у, скажем, у учителей, да, Педагогический коллектив, да. у педагогического коллектива. Там, к сожалению, еще задействованы и предприниматели, которые обслуживают данные. Столовая есть да, там, да. и предприниматели, которые Потом обслуживают коммунальные детей. услуги есть. Да, Как делить всё вот это это, да. очень сложный процесс, поэтому на сегодняшний день мы создали, вот почему мы посещаем школы сейчас, ну мы все посещаем в городе школы, хоть они и не в ведомстве местного города, а областного, мы сейчас как депутаты посещаем. Естественно, необходимо прийти к какому-то решению, потому что
на сегодняшний день то, что требуется ремонта, то, что идет начало, вот на сегодняшний день у нас еще пытается построиться школа рядом именно с 11-й школой, выделен земельный участок, сейчас к нему... Проект сметной документации нет? Проектно-сметная документация есть, проект есть, привязка идет. Привязка к местности. Да, привязка к местности. Вот на сегодняшний день, насколько я знаю, идет привязка к местности, чтобы построить школу рядом еще с 11 по Поясню 5 потом. микрорайон. А? Цель нашего приезда поясню. Сейчас пусть она договорит про В школу, другом потом уже. Казахстане, ну, в принципе, договорили. В Казахстане как думают на вот эту ситуацию в Ридере? Что вы тут вообще большинством, волевым решением большинства закрыли последнюю казахскую школу, понимаете? Я видела вот эти репортажи. Вот так, да. Ну, школа-то не закрыта. Вот это вот человек Да. людям скажите, вообще они нас... Школа-то не закрыта, она продолжает функционировать. Да, на сегодняшний день в связи с обстановкой в данных двух зданиях было принято решение детей и педагогический коллектив перевести На время. на сегодняшний день, да. На время ремонта. На время, да, на время ремонта. Единственная школа, которая могла это себе позволить, это, к сожалению, ну, как Новая, уже известно, там наполняемость новая, не было. единственная 11-я школа, потому что все остальные переполнены, Там либо наполняемость в не была, состоянии да. такого же, как и другие. А у вас сколько новых школ вот таких вот? Одна. Вот это одна За единственная, да? 30 А остальные за 40 школы лет тоже построено. в старом состоянии находятся? В каких годах? Нет, у нас есть школы, ну, 70-х, наверное, последний год строительства. 70-е, может быть, 80-е последний год строительства. Это у нас третья школа. Третья, вот она, вторая, они более-менее, ну, такие более... Короче, я вам просто хочу донести мысль, да? Наш народ очень возмущен, вообще очень сильно возмущен той ситуацией, которая происходит у вас здесь. Я понимаю, да, у вас здесь свои взгляды, там что-то говорите, да, но в целом вот Ридер показал себя очень с такой отрицательной стороны, знаете, с такой казахофобской стороны, понимаете? Ну, То, что... очень плохо. Подожди, это очень плохо, И да. мы очень, Но и в этом очень виноват по не я, этому не он. поводу Это переживаем, вот, что это такое виноваты, представление. извините, да, вот это виноваты все вы здесь, вот администрация города, которые вот допустили то, что вообще единственная казахская, я понимаю, ладно, казахов там, да, вот говорят мало, хорошо, но это самая страшная, я извиняюсь, конченая школа. Даже я думаю, что ремонт, он не даст такого положительного эффекта. Просто это дело принципа, да, вот решили все-таки детям построить школу, и она стала там смешанной, и вот в итоге вот так вот обращения идут, да, люди недовольны, весь Казахстан шумит насчет этого, понимаете? Недовольство населения очень сильное. Республика. Очень сильное недовольство. Люди недовольны, понимаете. Я лично, потому что я недовольный, я вот приехал к вам сегодня сюда, и вот сегодня с вами, и вот с другими вот представителями беседуем, разговариваем. Но все-таки не буду опять возвращаться к сказанному. Я бы хотел говорить на казахском, понимаете. Это мой родной язык, и это государственный язык. Но, к сожалению, вы не владеете. Поэтому, какой выход из ситуации? Вот давайте я передам вам мнение вот нашего народа. Вот этих детей, вот как изначально школа строилась, вот и эта школа должна чисто стать только вот чисто на казахском языке, не смешанная, и она должна полностью по праву им принадлежать. То есть не то, что им принадлежит, они должны там учиться. Далее, вот эту школу, которая идет ремонт, раз она такая старая, наверное, надо там какой-то есть срок, да, вот здания, да, эксплуатации здания. Ее, наверное, вообще надо тогда снести, да, потому что, ну, вдруг, не дай бог, вот, Боже упаси, как говорится, завтра потолок обвалится, Нет, а это это жизни. естественно. А самое ценное в Казахстане, ну, в жизни, в нашей стране, это жизнь человека. Поэтому, блин, мы обеспокоены, мы очень злы насчет этого, понимаете, вот вы должны знать это все. В общем, новую школу делать казахская, Да, а вот тут вот чисто ликвидировать, казахская школа, да. под снос. Да. Такие А вот этих детей, я не знаю, можно Я будет не распределить. принимаю таких решений. Обращение Да, вы приняли. нет, вы понимаете, мы это видео выложим, да, просто это не только лично вот одной вам адресуется, это адресуется вообще полностью администрации вашего города, области, да, и чтобы вышестоящее руководство, которое находится в городе Астана, приняли, я не знаю, какие-то тоже меры через нас, вот, и народ это видит. Мы будем создавать петиции, мы будем дальше работать в этом направлении, пока не добьемся того, что хотим по справедливости, понимаете, это просто, это по справедливости. Если бы изначально Шанрах там не было написано, да, никто бы, Казахская может, и школа не еще. спорил бы. Изначально на нее, получается, делали вывеску, да, Шанрах, на новую школу? Прямо на 600 мест, там все расписано, Да. постановление, все у нас есть. Потом Я вот это абсолютно с вами последнее согласна, постановление, да, в когда чем вы брали возникла сюда. проблема. Да, обещали и не сделали, так не бывает, Я видите. абсолютно с вами согласна. Я также и согласна с теми доводами, что школу у нас новую начали просить именно Шанрах. Шанрах.
Это, да, было лет 20. В 2008 году Да, лет 20. Нет, в 2008 году это уже было постановление вышло. постановление, Да. а они до этого разрабатывали, да, и просили, и как бы... Там директор школы Савляпай была еще тогда, да. Да, Вот, да, вот. да, да. А, мы тем Она более. уже давно на пенсии. Тем уже. более, Да, когда абсолютно. надо Просто вы же сами продавить. понимаете, что если бы у нас в городе, ну хотя бы раз в десятилетие строилась школа, да, хотя бы раз в десятилетие, может быть, таких бы ситуаций и не возникало бы. Хорошо, ясно. Никогда и нигде. Вот А теперь здесь всех просто волнует так такой вопрос, получилось. вот у вас есть, всеми известно уже всему Казахстану, Асем Борисовна, да? Заместитель Акимова. Да, которая очень так неплохо прославилась на всю страну. Вы можете, всем интересно, где она сейчас, что с ней происходит? Я не могу это прокомментировать. Заболела, говорят, или что? Вот. Я не могу это прокомментировать, Вы не знаете? потому что я ее сегодня не видела, и, к сожалению... У нее кабинет здесь, да, она получается? на У вас совещании. с Акиматом Да. одно здание? Мы арендуем у Акимата эти помещения. То есть мы сейчас можем, да, наверное, записаться на прием к замакиму или Акиму, если есть возможность? Здесь же, да, не Да, где? на втором этаже. На втором этаже, втором внизу, да, этаже, прям? Да, там Ага. есть приемная, вам туда... Ну все тогда, далеко есть не надо. Видеообращение вы приняли, да? Да. Нет, хорошо, Видеообращение, вы да. вообще, понимаете, хорошо, что вы признали, да, это отлично. Школы. По 11 поводу 11. Остановление на казахской языке. Все, ладно, до свидания, всего вам До доброго. свидания. Изучайте казахский язык, пожалуйста. Обязательно. Да, изучайте Вы казахский. его изучаете. Изучайте. Хорошо. До свидания. Да, Лужник Евгений Сергеевич. Ага. Каждый месяц будем сюда ездить. Так, давайте асына түсейік енді көрейік сұрап көрейік қайда жоқ бара берейік болғанда мына әкімшілік қой астында енді әкімшілікке кірмейміз бе енді сұрап Приемный күндері бар, анау. жоқ енді жоқ орынбасар міне қабылдау бөлмесі енді сұрап көрейік енді кім қабылдай ала ма бізді саламатсыз ба иә енді жоқ екен міне түсірші маған агажаева Асем Борисовна сол әкім орынбасары аха енді кімге анау қабылдау бөлмесіне кірейік здравствуйте так сәлеметсіз бе қалыңыз қалай сәлеметсіз бе мен дедім сіз қазақ тілі білесіз ба Я здесь, мне просто посидели, посидеть. Просили. әкім мұнда отыратын адам жоқ па Акима нету. Зам Акима есть. Орынбасар бар ма? сними меня слушай блин тут на казахском языке в ридере разговаривают люди вообще вот должностные лица вот девушка зашел она не знает казахский язык Я не туда знаю, анда-мында это кірсем мое рабочее место. она даже не работает здесь получается сидит здесь и что за Акиму можно попасть заму какому-нибудь заместителю любому орынбасарына ну-ка беш мен көрейін что жоқ қалай ешкім жоқ орында біреу болу керек қой орынбасар жұмыс орны ғой это сағат түсірші не уақыт иә мне сағат 5 иә тарсылдатшы енді сұрашы Қосантаев Дархан Дауренбекович деген Бар ма бро? кір А, вы это сообщите? Ага. Жоқ, біреу бар ішінде? сол жаңағына сұрақтарыңызды тағы да қойыңыз әлі Я сол мектепті қалдырылсын, қазақша болды ғой, далам. жоқ не оқиды не Рухани жаңғыру бағдарламасы дейтін. Үздік тәжірибесі байқауына что нас примут заместитель примет нас хорошо шығамын қазір ассалаумағалейкум саламатсыз осында істейсіз ба жоқ кешіріңіз қазір аралап шығайық енді саламатсыз ба отдел по управлению персоналом деген мына жерде қазақша сөйлейтін адамдар бар ма тексерейікші Абрамов. ақша төлейміз ғой мыналарға енді иә дұрыс па саламатсыз ба кешіріңіз Специалист отдела внутренней политики. сіз кім боласыз аха По специальности сіз проводится... қазақша білмейсіз мә мынау да қазақша білмейді е-мое қалай ол? сіз кім Вы боласыз откуда? мемлекеттік тілі Вы откуда? Для начала. қазақстан республикасының азаматымыз Хорошо, но вы как прошли сюда? екі аяғымен кірдік болмай ма Кірге ол Вам, вы к кому мемлекеттік пришли? мекеме. Вы кем нужен? орынбасарлар иә жоқ сіз кім бол почему казахским не владеете языком
Я на должном уровне учу его сейчас. Как это вы учите? Я вот, если не ошибаюсь, ну так, визуально вы, наверное, казах этнический? Ну просто интересно. Нет. Нет? Кто вы? Это сейчас не Неважно, относится да? к этому, да. Неважно, да? Почему вы не владеете госязыком? Вы на должности здесь. Вы работаете в Акимате. Мы, народ Казахстана, платим вам деньги за это, за то, что вы нас принимали на государственном языке. Почему нам не могут никто ответить на госязыке? Вам никто не отказывает. Вы отказываете? Я вам Қазақша не сөйлеңіз. отказываю. Сейчас вам кто? Мына кісі сөйлемейді. Ана кісі сөйлемейді. Кешіріңіз, вот сұрақ көрейікші. Сіз қазақ тілі білесіз ба? Пожалуйста, вы сейчас Міне, қазақ тілі білмейді. Сіз, апай, сіз қазақ тілі білесіз ба? Апайымыз жарайды. Бір қысау. Это не режимный объект. Қай, Это общественное. бұл әкімшілік. Біз мында қалай кірдік, түсіріп жатырмыз. Ты что, о чем ты говоришь? Да, я тут. Нет, секундочку. подождите. Вы меня туда не пропускаете. Я вас пропускаю. Ну, тогда отойдите. Уберите руку от меня и не держите. Здесь находится рабочий... Саламатсыз ба? Кешіріңіз, сіз мемлекеттік тіл білесіз ба? Қазір сөйлей аласыз ба? Қазақша айта аласыз ба оны? Жаңағыны айтқан сөздерді? Не знает. Білмейді. Не, ну-ка, мына жерге. Руководитель аппарата. Пожалуйста, давайте... Саламатсыз ба? Кешіріңіз, сіз қазақ тілі білесіз ба? О, міне, бір кісі қазақ тілі біледі. Кешіріңіз, қуанып кеттік қой. Мына кісі қазақша білмейді. Кешіріңіз, сіздің есіміңіз кім болады? Асет Ерсаинович, иә? Ассалаумағалейкум. Иә, біз мұнда келдік, ана жерге бардық, мына жерге бардық. Ешкім қазақша білмейді, сөйлеспейді. Бізді қабылдамайды ешкім. Мысалы, орынбасары. Қабылдамай жатыр, сол кабинетке кіріп жатыр, мына қазақша. Қабылдамай қойды. Бәрібір бізге. Өйткені біреусі ауырып, Ага. Ага. екінші орынбасар қазір ТЭЦ-те, Аха. үшінші орынбасар шығып кетті. Жарайды, олардың орнына кім бізді қабылдай алады? Мен мысалы Павлодар қаласына келдім. Сіздер қабылдауға келетін болсаңыздар, астыда кеңседе тіркеліп, сізге сонан кейін хабарлап айтады, осындай күні, осындай уақытта. Жоқ, андай не, сіздерді қабылдауға. фронт офисқа енді ішкі саясат қайда сізде? Ішкі саясат бөлек ғимаратта отырады, сол жерге барып сөйлесуіңізге болады. Аха, түсінікті. Енді кешірім сұраймын, мен енді тағы да енді кішкене сұрақ қояйын. Және сіз қазақ тілі білесіз? Иә, Баранникова Татьяна Анатольевна, біле ме қазақ тілі? Саламатсыз ба, кешіріңіз, сіз қазақ тілі білесіз ба? Қазақ тілі білмейді. Түсірші мына жерде, кім? Бауырым, кім? Аділ. Мына кісі қазақ тілі білмейді, міне мысалы. Жаңағыны сұрап жатсам, қазақ тілі білмейді. Маралбаева Сауле Қанатбековна біле ме? Саламатсыз ба, кешіріңіз, сіз қазақ тілі білесіз ба? Білесіз, иә. Ол екі кісі осы әкімшілікте Ридер қаласында қазақ тілі біледі. Сіздер алдын ала жазылып бердіңіздер қабылдауға? Жоқ, біз негізі жауап бермедіңіздер ғой. Жоқ, біз негізі жаңағына үстіне көтерілдік. Ана кісі қалай иесі? Иә, маслихатқа. Сосын сұрадық, әкімшілік қайда? Астында дейді. Енді сол астымен түстік те, орынбасарына кірейік. Егер ондай мүмкіндік болмаса кетеміз. Тәртіп бәріне бірдей. Иә. Егер де сіздер қабылдауға келетін болсаңыздар, алдын ала жазылу керексіздер. Жарайды, түсінікті. Ереже бойынша сіздерге хабарлап айтады. Біз просто бір сұрағымыз бар, анау қазақ мектеп туралы бар ғой бізге. Кім жауап береді, сол кішкене. Білім бөліміне барып хабарласуыңызға болады, өйткені ол мектеп бойынша тек қана солар құзырлы болады. Немесе облыста басқарма бар. Түсінікті. Сол жерде анықтаулар. Түсінікті. Әкімшілік өз тарапынан жұмысын атқарып жатыр, ал бұл мектеп болатын болса, ол білім бөліміне қарасты. Енді сіз дәрігерге барған кезде травматологқа барып көзім ауырды демейсіз ғой. Жарайды, болды, кеттік. Түсінікті, рахмет сізге. Сау болыңыз. Жаңағыда кісі қабылдайды деді ғой, иә? Негізі. Қабылдаймын деді. Сұрады ғой. Примут нас, девушка. Сонымен не істейміз? Кетеміз ба? Қаламыз ба? Жоқ, ұсынысты қалдырайық. Иә.